Первые выпускники проекта «Школа фермера» защитили свои бизнес-планы. 33 специалиста на протяжении 2 месяцев учились основам сыроделия и растениеводства. Почерпнули немало знаний и навыков и теперь готовы открывать свое дело, в том числе и по совершенно новым сельскохозяйственным направлениям для коми. Каким именно, расскажет Елена Кононова. Посажены многолетние цветы, небольшое количество, а также плодово-ягодные кустарники, то есть небольшой маточник уже есть в наличии. Ирина Юркина своим проектом открывает защиту бизнес-планов школы фермера. Сыктывкарка наряду с другими начинающими фермерами почти 2 месяца постигала основы растениеводства. У девушки уже есть небольшой опыт в разведении цветов, но не хватало знаний, чтобы открыть крестьянско-фермерское хозяйство. Теперь Ирина планирует выращивать саженцы плодово-ягодных культур, рассады однолетних цветов и овощей на продажу. Для нашего северного климата необходим адаптированный посадочный материал. Именно поэтому, чтобы у людей приживался, и буду выбирать такие сорта, которые будут успевать давать плоды за наше столь непродолжительное холодное лето. Члены комиссии идею начинающего фермера поддерживают, но советуют сделать упор на выращивание овощей. Сегодня продовольственная безопасность актуальней как никогда. А Татьяна Морозова в школе фермера занималась по другому направлению – сыроделие. При этом индивидуальный предприниматель уже до этого прошла не один курс по изготовлению сыров. Но не для того, чтобы открывать собственную сыроварню, а чтобы создать свою школу и учить новичков этому ремеслу. Платформа. Нужна такая платформа, где будут собираться фермеры, у которых возникает миллионы вопросов. Я буду их учить, потому что я не смогу столько вкусного и хорошего сыра сделать, потому как нет у меня фермы. Но создание школы сыроделия – это очень хорошая идея, чтобы научить людей, как меня учили. Многие идеи проектов слушателей школы фермера совершенно новые для республики. Один планирует открывать предприятие по сбору лекарственных трав, другой собирается выращивать малину на продажу. Причем реализовать ее не только в свежем виде, но и в высушенном и законсервированном. При этом все работы выпускников школы фермера экономически обоснованы. И это главный критерий оценки для судей. То есть сколько они получат доходы, чем они будут заниматься, сколько у них расходов будет, когда окупится проект. Если они это скажут, обоснуют, вот все нормально. Школа фермера – это масштабный федеральный образовательный проект Россельхозбанка. Программа по стране стартовала в 2021-м. В этом году школа предпринимателей сельского хозяйства открыла свои двери уже в 22 регионах. И Коми среди них. Очень большая группа инициативная, которая в Россельхозбанке работает, понимает, что предпринимателям в сфере сельского хозяйства важна любая поддержка, особенно в северных территориях, в том числе и методическая. И мы видим по нашим учащимся, что это очень важный проект. Нас, представители правительства, благодарят, институт благодарят за то, что дают какие-то определенные знания. С конца мая по июль слушатели школы фермера прошли теорию. Изучали маркетинг, менеджмент, логистику, брендирование продукции, правовые аспекты и многое другое. После полученные знания закрепили на практике. Сыроделы учились готовить полутвердые сыры, а растениеводы ухаживать и защищать от вредителей различные культуры. Я считаю, что это очень хороший опыт для Коми, потому что в республике очень мало специалистов-агрономов. И вот я по своей отрасли скажу, что для агрономов это очень важно. Потому что фермеры прошли очень хорошую учебу по всем отраслям сельского хозяйства. В частности, специалисты Россельхозцентра обучали защите растений и по семеноводству. Специалистов по производству сыров в Коми тоже пока немного. Направление новое, но уже востребованное. Для малых сельхозтоваропроизводителей это прежде всего решение проблемы сбыта молока. А потому школа фермера, которая доказала свою успешность, должна стать центром подготовки квалифицированных кадров в сфере АПК. Елена Кононова, Яков Шлегель, телеканал Юрган.